Рисовать, рисовать, рисовать. Все, что видишь, чувствуешь, любишь, ценишь. Цветы, растущие здесь, люди, приросшие к своему Атайсалу и вставшие на защиту Отечества. Все родное Касим отразит в своих работах, оставит нам дух Атайсала своего времени. Касым Салиаскарович Давлеткильдиев – это великая знаковая фигура в нашем искусстве. Касим Давлеткильдиев – первый профессиональный башкирский художник, родился 11 апреля 1887 года. Его малая родина – Атайсал, Благоварский район, деревня Кугуль. Касим Салиаскарович Давлеткильдиев – великий мастер. С детства, конечно, человек был влюблен в искусство. Вот что его отличает в первую очередь? Конечно, то, что огромная любовь к искусству, огромное трудолюбие. В детстве я рисовал много, без всякой системы. Все, что попадалось с модных журналов. Женские головки в профиль, балерин, наездниц, акробатов, клоунов и цветы. Его дядя, брат папы, как-то понял, что Касым любит рисовать. Он взял, например, дома, расписал печку. И вот, как сам пишет Касым Салиаскарович, что вот дядя понимал, что я люблю искусство, что я хочу заниматься искусством, вот, и называл меня даже маленьким Рафаэлем. У меня немного сохранилась память о дяде. Он проявлял некоторую заботу о моем художественном воспитании, возбуждая во мне любовь к природе и интерес к искусству. Дядя, шутя, называл меня будущим Рафаэлем, старался знакомить с именами великих художников, беседовал и показывал какие-то репродукции. И он же вот пронес через всю жизнь вот, звание художника и стремился к этому, что великий Рафаэль Санти, который погребен в пантеоне в Риме, где самые великие люди были похоронены, он знал об этом. И вот эту мечту с детских лет художника пронести, сохранить в себе, реализоваться в полной мере, быть трудолюбивым, отказаться от каких-то многих мирских дел, от каких-то удовольствий, полностью нырнуть в этот океан под названием изобразительное искусство. Когда Касиму Давлеткильдиеву было 7 лет, умирает его отец. Чтобы выжить, мать с 3 детьми решает переехать в Уфу. В Уфе дядя устраивает Касима учиться в гимназию. Графические искусства и черчение здесь преподает Александр Андреевич Соколов. Он предлагает Касиму заниматься живописью дополнительно, учит его рисовать и убеждает не бросать рисование. Атаһының бер туган энеһе Сәлим Гәрәй заманының бик укымышлы кешеһе була. Өфелә гимназияла укыта ул, үзе менән бергә алып китеп шул гимназияга укырга бирә. Талантлы, белемле Касимды үстерүдә бу ошо менә агаһы Сәлим Гәрәйдең роле баһалап беткеһез. На плечах Касима лежала забота о сестрах и матери. После окончания гимназии он сдал экзамены в Казанской учительской школе на звание народного учителя и начал давать частные уроки. А мусульманская религия и запрещает художнику писать живое, живых людей, вообще все живое. Можно только какие-то орнаменты зарисовывать или какие-то там геометрические формы, предметы. А Касым Салиаскарович все-таки преодолел этот запрет, сумел получить художественное образование. Мысль о художественном образовании волновала и пугала, но не покидала меня. Искусство в то время являлось достоянием лишь немногих богатых людей. Оно не было доступно для мусульман еще в силу религиозных предрассудков, запрещавших создавать живые образы. Поэтому в моем положении почти не было возможности осуществить желание рисовать. Пишет, что лишенный средств, абсолютно лишенный средств, я все-таки собрался и поехал в Петербург поступать
получить художественное образование. И поступил. Он поступил в такое высшее училище технического рисования барона Штиглица. Имея большую мечту, но не имея ни копейки денег, в 1907 году Касим Давлеткильдиев едет в Санкт-Петербург. Там он поступает в рисовальную школу при Центральном училище технического рисования барона Штиглица. За 1 год сдает программу 4 отделений училища. Сейчас это училище имени Веры Мухиной в Петербурге. Такое заведение профессиональное, пользующее очень большим авторитетом в нашей стране и в то время тоже. То, что вот он поступил учиться в училище имени Штиглица, будучи из простых, так сказать, людей, небогатых, это об очень многом говорит. Вот те художники, которые сейчас меня слушают, они это прекрасно подтвердят, что поступление в Санкт-Петербурге, а в дальнейшем в Академии художеств России, это вершина пирамиды под названием профессиональное изобразительное искусство. В первые годы учебы в Санкт-Петербурге Касима Давлеткильдиева материально поддержало Уфимское студенческое землячество. Касим упорно учился и начал получать стипендию. В 1916 году, после окончания училища, Касим поступает в классы Академии художеств. Но здесь он учится всего полгода. Слабое здоровье и семейные обстоятельства заставляют его вернуться в Уфу. Когда мы смотрим в его работах, вот эта вот грамота, вот любой художник это отметит, вот эта грамота, то, что он освоил какие-то альфа и омегу всего пространства изоискусства, конечно, в каждой работе его живет. У нас и очень много его учебных работ Касима Аскаровича, которые говорят о том, что он сам, видимо, от природы все-таки был хорошим рисовальщиком и прошел очень хорошую профессиональную школу. У него тщательные, все законченные такие вот студенческие работы. Во время учебы в училище Касим рисовал много, оттачивал свое мастерство, не отвлекался ни на что. В Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова хранится целый альбом его студенческих работ. Большинство этих работ выполнены угольным карандашом, а некоторые акварелью. Вот мне особенно, конечно, близка его картина «Молитва». Я когда первый раз эту работу увидел, я, конечно, был просто потрясен, потому что очень просто. Вот насколько вот в этой работе выстроены линии. Они прямые, они верхняя часть как будто такой драгоценный кристалл. Шаршау башкирский окружает эту девушку, и из них он делает некую свою авторскую объектную материю, как говорят художники. И получается, что религия у него такая вытканная, потому что тему религии по-другому, наверное, языком Давлеткильдиева никак невозможно было бы отразить. И он делает максимально такой глубокий прорыв в этом деле. Вернувшись в Уфу, Касим Давлеткильдиев начинает посещать Уфимский художественный кружок. Вокруг кружка сплотились художники, которые стали основоположниками изобразительного искусства Башкортостана. Это Блюменталь, Лебедев, Тюлькин, Елгаштина, Бурлюк. В октябре 1917 года страну сотрясает Великая Октябрьская революция. Культурная жизнь городов затихает. Наступает разруха и голод. После установления в Уфе советской власти художники прилагают все усилия и умения для восстановления культурной жизни. Касим Давлеткильдиев создает художественную студию в рабочем клубе имени Ленина, где он преподает графическое искусство на первых мусульманских постоянных педагогических курсах. Но была бы я еще постарше, чтобы видела его хотя бы одним глазком. Потому что это был уникальный человек. Вот, например, Рашид Усманов, который у него учился в училище искусств, тогда он назывался «Техникум искусств» 20-е годы, он говорит, что Касим Аскарович, когда значит, мы садились, рисовали, он подходил к каждому, смотрел. Никогда, он говорит, не делил нас на слабых или более успешных, но всегда в это время он нам рассказывал о художниках эпохи Возрождения. Вот, о русских художниках. То есть он старался детям еще привить и эти знания, расширить их кругозор. Вот какой он был сам, таким он был и преподавателем.
Касим Давлеткильдиев с 1921 года ездит в экспедиции, собирает экспонаты для Музея народов Востока. Он привозит массу новых зарисовок и акварелей, пейзажи, портреты простых селян и знаменитых художников, поэтов. Он даже некоторое время работал в нашем музее. Тогда директором музея был Юлий Юльевич Блюменталь. Они вместе с ним собрались и поехали в экспедицию в теперешний Белорецкий район. А для чего они поехали? Они поехали собирать образцы башкирского народного искусства. То есть тканые полотенца, вышивки, шаршау, детали одежды для коллекции музея. Вот. И одновременно они с натуры начали работать, делать зарисовки башкирских типов. И вот эта знаменитая классическая работа Касыма Салиаскаровича «Девочка башкирка в голубом» сделана именно в 1928 году. «Башкирка в голубом» – потрясающая вещь. Прямо видно, насколько пронзительно, с любовью, с каким таким, как поэт, он соприкасается к этой теме. Он трогательно, нежно рисует этот образ. И сама девушка, вот видно, что она и смущена, она и стесняется, румянец на лице. Для нее как бы непривычно, что такой мастер приехал и рисует ее, такое внимание к ней. Но вот ее внутренняя культура. Давлеткильдиев же мастерски показывает внутреннюю культуру этой девушки. Ее такой трогательный образ, ее кроткость. Вот. То, что как раз в башкирских девушках воспитывается, и в нашем народе это есть. В 1983 году музейные сотрудники мы поехали в экспедицию по этим местам с тем, чтобы найти вот эту девочку прежде всего. Нам сказали жители, а теперь героиня Марьям, вот эта Марьям, ее зовут Марьям, что теперь она живет в Бриштамаке. Мы нашли героиню. И вот она нам рассказала, как создавалась эта акварель. Мне было 12 лет. Все, значит, ушли на покос, я одна дома. И вдруг во двор входят какие-то незнакомые люди в деревне. Она говорит, я очень испугалась, растерялась. А они, говорит, нашли ко мне подход, по-башкирски говорят, улыбаются, смеются. И, значит, один из них мне говорит, ты можешь вот надеть свое хорошее платье, сесть и попозировать нам? Она говорит, я согласилась, надела бусы, свое самое лучшее платье. Вот. А сама сижу и думаю, скорее бы они ушли, придут родители, они же меня будут ругать. То есть она сидит такая напряженная вроде бы, да? Но Давлеткильдиев, настолько он любил вот этот народ, столько чистоты, столько очарования вот в этой робкой девочке, что, конечно, этот образ не может не волновать. Девушка башкирка в голубом экспонировалась в Государственной Третьяковской галерее. Третьяковка – это вершина, можно сказать, музейного цеха для всех художников. Эта работа была экспонирована в Третьяковской галерее. Это говорит обо всем. Касим Давлеткильдиев – композитор в акварелях. Его картины излучают свет, в них слышна музыка. И каждая его картина, каждая акварель – шедевр. Башкир-охотник, у него такой есть еще портрет. Сам он такой худощавый, чувствуется, что небольшой, но так как художник композицию так скомпоновал, что он фигурой занимает всю плоскость этого листа, кажется, что он большой такой. Он охотник-медвежатник. На обороте там написано, сколько он убил волков, медведей, и собака Бурзик еще даже Давлеткильдиев на обороте написал. С ним рядом собачка там сидит. Вот это все было важно для него. Мне очень понравилось, когда я рассматривал вживую эту работу, насколько вот он использует мастерски все возможности сложнейшей техники акварели. Такие как аллоприма, лессировка, работа по сырому.
Вот все это он использует. Если, допустим, в проработке одежды, лицевой части, он применяет двойное напластование, то есть лессировочные какие-то моменты прорисовки, задний план решен по-сырому очень легко, очень виртуозно, артистично. То есть мастер показывает не только портретное сходство и достоинство, какой-то психологизм, но в этой работе он показывает весь спектраж своего мастерства как художника. А самое главное, он написал портрет Мажита Гафури в 1927 году. Вот. Мажит Гафури, такой, знаете, поясной портрет, и Мажит Гафури такой вот сидит сосредоточенный, как бы углубленный в себя. Его внутреннее состояние созвучно было состоянию самого Касым Сулеймановича. Он сам был такой, Касым Сулейманович. Не такой вот, ах, ура, там улыбка, да, а именно сосредоточенный, размышляющий, думающий. Вот таким он показал Мажита Гафури. Многие европейские художники рисуют портреты, там, не знаю, по 3 часа несколько лет. Или там несколько месяцев рисуют один и тот же портрет. А тут видно, что несколько таких очень коротких сеансов, и за это время показать внутренний мир, даже, я бы сказал, психологию того, кого ты изображаешь. Но это очень сложно. И он это мастерски показывает. В годы Великой Отечественной войны Давлеткильдиев становится настоящим волонтером. Он целыми днями находится в военном госпитале, рисует портреты бойцов башкирской кавалерийской дивизии. Думаю, он нарисовал сотни фронтовиков, общался с ними, успокаивал их. Наверное, бойцы просили свои портреты, чтобы отправить родным, и потому в музее хранится около 2 десятков портретов. Это все натурные работы. Но почему 113-й, может быть, многие там не знают, потому что она тогда формировалась еще только. И Касым Сулейманович поехал туда. Эта дивизия целиком не была сформирована, ее потом включили в состав различных дивизионов, но вот люди уже приехали, люди получили уже должности, звания, и вот портреты этих реальных людей мы показываем сейчас на этой выставке. Он был еще большим мастером натюрморта, очень любил цветы. Он же был очень, как вам сказать, вот внутренне каким-то изящным, очень духовным человеком, тонким очень. И вот те цветы, которые он пишет, цветы разные, там у него натюрморты, да, это потрясающего вдохновения работы, потрясающей тоже тонкости работы. Вечная тема для художников любовь к родине, тема человек, труд, мужчина и женщина, материнство, да, и тема прекрасного. Вот цветы – это же отражение чистоты, прекрасности, природы. Поэтому я не удивлен, что он очень большое внимание посвятил цветам. Касим Давлеткильдиев тосковал по своей малой родине, но после переезда в Уфу никогда больше не смог вернуться в родной Кугуль. Говорят, что название деревни Кугуль происходит от слова «куггуль», что в переводе означает «синие цветы». В своих нежных, тонких, утонченных натюрмортах он рисовал именно их. Күгіл ауылы халқы әлбетте өзінің матур ұлы менен бик ғұрурлана. Касим Давлеткильдиев ауылдан инде ата хөлгәс 7 яшында сығып кеткен була, һәм башка сабыл яктарга инде уның нисектер аяк басмай, ләкин ижадында мына уның ижадында, рәсем сәнгатендә халкының тормышы ярылып ята. Огромное его влияние на профессиональное изобразительное искусство башкирских художников, оно очень во многом прочитывается. Потому что целая плеяда его учеников, и потом эти ученики повлияли и на так называемый золотой период башкирской живописи. Я имею в виду Ахмата Лутфуллина, Бориса Домашникова, Алексея Кузнецова, Пантелеев, Сидикова. То есть это все, само собой, было очень громадное влияние этого мастера.
И все мы вообще рады, музейные сотрудники, что в нашем музее великолепная коллекция его работ. Мы, конечно, каждые 10 лет, а может быть даже каждые 5 лет проводим выставку его произведений, потому что от Давлеткильдеева пошла школа башкирского искусства. От Давлеткильдеева пошел Лутфуллин, от Давлеткильдеева пошел Нурмухаметов. Вот это их обращение к национальной теме, вот это постижение характера, сути жизни народа, колориты жизни башкирского народа. В основе традиция Давлеткильдеева. Он не имел звания, но все художники, Мария Николаевна Албертина, которая тогда жила, Тамара Павловна Нечаева, Рольф Гутович Гумеров, Ишбулатов, все понимали, кто и знали, кто такой Давлеткильдеев. И если бы не эта ранняя смерть, конечно, он имел самые высокие звания. Более народного художника не было тогда, более народного, чем он. Как стать таким же крутым, как Касим Давлеткильдеев? Помните, искусство имеет силу изменить мир. Используйте свое творчество для вдохновения, просвещения и созидания. Будьте открытыми, честными и искренними в своем творчестве. Никогда не переставайте расти и развиваться как художник.